Меня зовут Вальдемар, я консультант по спортивному питанию интернет-магазина Powerman Shop. Вы смотрите первое видео из цикла роликов, посвященных спортивному питанию. Сегодня я вам расскажу о протеинах и способах их применения. Протеин – это концентрированный порошок, который содержит в себе большое количество белка с небольшим добавлением углеводов и жиров. Также обычно в него добавляют вкусовые добавки и подсластители. По большому счету протеиновые добавки нужны для обеспечения поступления в организм достаточного количества белка. Вы скажете, что это можно сделать с помощью обычной пищи, но ни один продукт питания не способен быстро поднять аминокислотный уровень в крови, тогда, когда нам это очень необходимо. Например, утром после пробуждения, либо сразу после тренировочной сессии. В нынешний день на рынке спортивного питания существует великое множество протеинов, таких как сывороточный, казеин, молочный, яичный, соевый, пшеничный глютен и даже конопляный. По большому счету все протеины можно разделить на две группы – быстрые и медленные. К быстрым протеинам относится такой вид протеинов, как сывороточный. Сывороточный протеин производят из коровьего молока. Раньше сыворотку, побочный продукт производства творога, практически полностью выливалась в канализацию. Теперь ей нашли очень прекрасное применение. Данный вид протеина содержит в себе большое количество незаменимых аминокислот. Особенно много в нем аминокислот БЦА. Еще одним важным преимуществом сывороточного протеина является то, что он очень быстро усваивается. По клиническим исследованиям, пик аминокислот в крови после применения сывороточного протеина наступает через 60-90 минут после приема и держится в течение 2-2,5 часов. Существует три формы выпуска сывороточного протеина – концентрат, изолят и гидролизат. Основными различиями между этими формами протеина является степень обработки и очистки сыворотки. От этого зависит процентное содержание белка и, соответственно, стоимость данного вида протеина. С моей точки зрения, оптимальным является применение именно концентрата сывороточного белка. По той простой причине, что ни изолят, ни гидролизат не имеют явных преимуществ перед концентратом, но стоят существенно дороже. Существует два временных промежутка, когда нам необходимо быстро повысить аминокислотный уровень в крови. Утром после пробуждения и сразу после тренировочной сессии. Следовательно, сывороточный протеин необходимо применять следующим образом. Выпейте одну порцию, обычно 30 грамм, сразу после пробуждения и вторую через 10-15 минут после тренировочной сессии. Теперь перейдем к медленному протеину, казеину. Основным отличием казеина от сыворотки является не скорость усвоения, а время нарастания и концентрация аминокислот в крови. Пик концентрации наступает через те же 60-90 минут, но держится не 2-2,5 часа, как в случае с применением сывороточного протеина, а достигает 7 часов. В сегодняшний день выпускается два основных вида казеина – мицеллярный и кальция-казеина. Первый более дорогой, но и позволяет поддерживать аминокислотный уровень в крови повышенным до 7 часов. Из недостатков можно выделить плохую смешиваемость. Второй более дешевый, но не является таким длинным, как мицеллярный. Пик аминокислот в крови поддерживается повышенным на протяжении 5-6 часов. Что касается выбора, если вы хотите применять казеин только на ночь, то это однозначно должен быть мицеллярный казеин. В любое другое время можно ограничиться кальция-казеинатом. Попивайте одну порцию 30 грамм казеина незадолго до отхода ко сну, и если у вас есть возможность, то принимайте еще одну порцию за час-полтора до тренировочной сессии. Что касается остальных видов протеинов, то могу сказать следующее. Растительные белки, такие как соевый, пшеничный глютен и другие, ввиду неполноценного аминокислотного профиля, могут быть рекомендованы только убежденным вегетарианцам, либо людям, не приносящим молочные продукты. Целесообразность приема яичного протеина ввиду его дороговизны под большим вопросом. Единственные, кто могут извлечь от его приема пользу, это люди, которые имеют лактозную непереносимость. Ну и напоследок несколько слов о говяжьем протеине. Я бы вам советовал избегать этот вид протеина, ввиду того, что производят его не из высококачественного мяса, как вы могли себе подумать, а из субпродуктов, костей и связок. Ввиду этого очень сложно говорить о его аминокислотном профиле и биологической ценности. Вот и все на сегодня. В следующем видео я вам расскажу о таких спортивных добавках, как креатин и бета-аланин.